Скажем так, у каждого амулета была своя символика, свой смысл, свое значение. Были как женские, так и мужские обереги. Ну, женские в основном это обереги именно, которые способствовали, например, те же самые лунницы. Это амулеты, скажем так, плодородия. То есть способствовали женскому плодородию, как на земле, так и в семье. Вот такой у них смысл. Ну, возможно, это как-то связано именно с праздником урожая. Теперь надо поменять ту же самую. А петли, ступеньки эти вот, педальки для чего? Каждая нитка направлена. Это сейчас не каждый инженерный работник такой соорудит. Это что было в старину. Вось гэтаму рушніку больш за 100 год. Вось тут вось гэты радок, гэта вось менавіта засеянае поле і ўраджай. А вось гэта свята ўраджаю. Менавіта на гэтым рушніку сяляне колись наши продкі пасля ўраджаю першы каравай яны менавіта падавалі на гэтым рушніку. Ось, а вось гэтый радок, вось ніжні радок, гэта дрэва жыцця. Таксама выкарыстоўваюцца сялян. А птушачкі гэта каханне. Яны ходзяць адна за адной, па гэтаму каханне ў згодзе толькі пачынаецца. А калі птушачкі ўжо глядзяць адна на адну і пасярод кветка, такія бываюць рушнікі, то гэта ўжо шлюбны рушнік лічыцца. А вось гэта рушнік менавіта дажынкавы. На ім колись нашы продкі падавалі хлеб і святкавалі свята урожаю. Гэты рушнік, вось тут майстар памеціла год, 909 года. Вышыты ён 909 года. Яму больш за 100 гадоў. Вот. Покажите, какие у себя тоже рушники. Яны по 2 и больше метров были. Это уже не. И широкие, даже по 3 метра, да. Ну, это будет молодейший рушник, колесо так. Это уже будет початок. Вот этот рушник с малых аутюков, з вёски малые аутюки нашего района. И он, глядите, с 2 сторон вышиты. Это тканы. Вот это вот так само символизует засеянное поле. Вот. А это зорка, это так само символ свята. Вот это, ну тут зарифмованные такие, что я не могу все вам досконально расшифровать. Это специалисты змогут. Але вот это засеянное поле, это символ свята. Вот это. Для себя. Чисто. Да. Все мои, все мои. Все мои. И это костило. Коли скласти все рушники, какие бачуны. Просто пораздавала. Да. Мужикам рушники, а женщинам две подарки. Мы с детства любим урожай собирать. Дожинки – это последний сноп, когда бабуля моя завязывала на сенажаті, и мы малые ходили, водили хоровод. И это было вельми красиво, пригоже. Соседские люди приходили бондари, резчики по дереву, с лозы старые пляли всевозможные лапти, одевали нас, детей маленьких, прибирали в красивые кошульки. И мы с вышиванками ходили. И это вельми цудовный праздник, и вельми приемно, что продолжаются традиции нашего народа. Мы все люди с деревни, поэтому не надо отрываться от земли нашей, от наших корней. И корни это наши дедушки, бабушки, прадеды. Я знаю, что мой дедушка был хороший специалист по лозоплетению. А второй дедушка по материной стороне был хороший резчик.
И помню, что детские люльки, в которых мы выросли, были все вырезаны руками моих предков. Поэтому мне этот праздник очень дорог, и я всегда стараюсь участвовать в этих праздниках. И поздравляю всех наших хлеборобов за то, что мы едим этот хлеб с этим прекрасным праздником. Лыжки урожай, вот эта лыжка больше для блина. Вот видите, это целая солнейка. Блинок этот вот берешь, и этой лыжкой вот такой блин. Блин для человека, который хорошо работает, а маленькая ложка для того, кто плохо працует, я. Поэтому я считаю, все-таки хорошая лыжка к обеду. Поэтому вот этими лыжками мы стараемся завлечь горожан, чтобы они работали, працевали на земле. Вот. Используется лучшая порода дерева. Клен, используется дуб, ясень, липа. Вот это вот удобная ложечка, попробуйте. Супер. Ясень сделана мебель резная. Вот, по образцу такой берет. И я когда пришла, и он сказал: Оль, тебе там уже нема чего делать, ты все умеешь, что ты тратишь. Так. После этого мне всегда замечания делали, что я произношу в России. Ну, в среднем кузнец всегда помогал селянам в плане в том, что это и серп, если в старину серпы, косы, какие-то вилы, это всегда ремонт и шел, и без этого никак. То есть это всегда ручная работа. Вот основное это горн. Так. Ну, это современная интерпретация. А когда-то были меха такие большие, я один постоянно раскочегаривал. А зараз такого не було, раніше такого не було, так? Конечно, нет, это качается. А вот эта вот вещь, она не меняется. А, наковальня. Наковальня. У нас дома такая. Да? А що її роблять? А здесь что? Здесь Гвозді батька виправляв. здесь выгибаются, равняются. Какие-то ставятся приспособки. Загибаются как-то. Ну, как угодно. Есть там рожки вот у нас. Ну ось солома на ніву як глянеш, коли солома висока, де пригоже, то й колосся наливное гарне, а коли вона низенька, нікчемна, то й солома тоді не попаде, й вельми дренна працювати. А коли вона висока, хороша, то тоді і нам вельми добре працювати, і колгасу добре, зерні збирати. Правда? Може, що зробите? Тому треба нове робити. А не збираєтеся? Ау. В Азераду поедем. Солома ж вимазується, где-то щось там. А так?
Thank you.